Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Заранее спасибо за ваши хорошие и добрые комментарии, за ваши лайки и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Послание от высших сил для вас о вашем будущем. Пожалуйста, кому тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих мечтах и планах на будущее. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое послание мне нужно получить, узнать, услышать о моем будущем от высших сил? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что высшие силы сообщат вам о вашем будущем. Так. Ну, в будущем я вижу прекрасные моменты, моменты счастья, моменты удовольствия и моменты радости. Смотрите, я начну снизу вверх и скажу вам, мои дорогие, так, что сейчас у вас как будто бы какой-то штиль в жизни, да, вот ничего практически не происходит. Вы как будто бы сейчас находитесь в состоянии ожидания. Кто-то действительно подустал, кто-то никак не может набраться сил, нету цели, потерянность есть, непонятно куда идти, к чему двигаться, что будет по итогу. То есть какие-то переживания, ожидания, я бы даже сказала. Вот у кого-то вообще апатия, ничего не хочется делать, а у кого-то мечты, например, не оправдались, и человек закрылся и сейчас находится просто в какой-то прострации. То есть сейчас время какого-то ожидания, в ожидании надежд. Надежды есть, но их как-то маловато осталось. Плюс как-то вот не радует вас обстановка вокруг. Возможно, проблемы есть, проблемы в семье, проблемы в отношениях, проблемы с деньгами. То есть как будто бы вы в каком-то болоте находитесь. И вроде как бы понимаете, что нужно выбираться, что нужно двигаться вперед, идти к каким-то целям. Но не хватает сил, не хватает энергии, не хватает, да, вдохновения не хватает просто, да. Куда идти, что делать, непонятно. Вроде как надо, да, а что делать, тоже не знаю. Даже вот если есть у вас прям обязательства какие-то, которые нужно исполнять, я просто вижу у вас здесь лебедь, да, он же утка, то в горизонте выходит, и вот знаете, как бы я хочу, но я ничего для этого не делаю. Либо я хочу, я пытаюсь, да, но я не могу себя реализовать. Да. Хотите вы зарабатывать больше, ищите себе дополнительную работу, либо более высокооплачиваемую работу, а она как будто бы от вас уходит, убегает. Да. Либо предлагают то, что даром не надо, либо у вас не хватает каких-то, может быть, там квалификаций, либо живете вы, к сожалению, не в том месте, да, где люди могут получать высокие зарплаты. То есть, как говорится, коса на камень. Но вы должны понимать, что вас высшие силы подталкивают к тому, чтобы вы раскрывали свои таланты, свои способности, свои возможности. У вас очень большой внутренний потенциал, о котором вы даже и не догадываетесь. Вы считаете, что я обычный там среднестатистичный человек, да, и ничего такого особенного во мне нет. А все это не так. Вы невероятно талантливый человек. Вы знаете, каждый человек, ведь он уникален. И у вас есть своя, именно ваша врожденная уникальность. Но вы почему-то живете в таком состоянии, когда вам проще опираться на других, смотреть на других, брать пример с других. Да, вы не верите в себя, вы не верите в свои способности и не верите в свои таланты. У вас, между прочим, из-за этого и не идет раскрытие по вашим финансовым каналам, по вашим каналам. Понимаете, тут и финансовый канал, и канал радости и счастья. Здесь у вас слон. Слон, вот он, видите, какой, но он такой худенький, и у него хобот такой странный, да, вот он у него вверх так вот прям задрался очень сильно, и в голову слону уже и уперся, да, вот даже, можно сказать, слон с большими ушами. Вот.
вы, не раскрывая свои способности и таланты, вы не получаете заслуженных вами профитов, бонусов, денежку, ощущения счастья, ощущения радости. Не получаете. Все потому, что вы закрылись, вы сосредоточились на какой-то статистике, что вот как я, как соседи делают, так и я буду делать, да, как там подруга моя делает, так и я так буду делать. Знаете, вот у каждого свой путь, у каждого своя дорога. И то, что хорошо одному, не всегда подходит другому. Поэтому, мои дорогие, верьте в свою уникальность, пытайтесь развивать свои таланты, свои способности и понимайте, что даже работу, там, не знаю, даже уборщицы, да, уборщицы можно выполнять талантливо, и вы будете получать от этого удовольствие, и люди, которые вот ваши работодатели. Но это утрированный пример, пожалуйста, к нему не цепляйтесь. Это я просто, да, вот пример такой привела. Я не говорю, что все там должны забросить все свои дела, да, начинать там танцевать, петь и сниматься в фильмах, да, идти на кастинги. Поэтому, мои дорогие, понимайте, что ваши способности, они просто не раскрыты. Поскольку вы их не раскрываете, то, конечно же, ваш путь, он немножечко другой. Ваш путь, он блистать, сиять и дарить людям хороший пример, вдохновлять, показывать, что можно добиться абсолютно всего. Но из-за того, что вы закрыты на данный период времени, и знаете, как вы пытаетесь по формулам жить, да, по каким-то шаблонам, по клише, по стереотипам, у вас не выходит. И вы теряетесь. Вот мама с папой научили, что нужно именно жить так, а у вас не выходит, вы не получаете результата, и вы начинаете вот думать, да, почему так все происходит, значит, что-то со мной не так, что-то у меня не то. На самом деле нужно всего лишь поменять формат. Формат вашего отношения к жизни, к тому, что происходит вокруг вас. Так, еще я хочу вам сказать такую вещь, как ожидание. Ожидание и реальность. У вас как-то по жизни все время складывается ситуация, что вы чего-то ждете, на что-то вы надеетесь, а когда приходит эта реальность, долгожданное событие, то вы не получаете удовольствия. Знаете, вот тот момент какой-то идет некорректного планирования. Вам не дают всего того, о чем мечтаете, потому что все то, о чем мечтаете, оно для вас не совсем там нужно и полезное. И даже если вы сейчас несчастливы в любви, в отношениях, либо у вас вообще нет отношений, либо есть, но они очень тягостные, то же самое. То есть вы хотели именно этого человека, с которым вы сейчас. Изначально, да, были настроены на этого человека. Хотя ваша интуиция, ваш разум вам подсказывали, что человек не ваш. Этот человек вам, ну, попросту не подходит, скажем так, да. А вы все равно упирались, да, вы все равно говорили, что все, нет, люблю, хочу. Вы получили этого человека. И вот ваше ожидание не оправдалось. Те, кто сейчас одинок, у кого вообще нет отношений, то же самое. Знаете, тут другой момент. Вы ожидаете, что вы встретите человека, влюбитесь, а человек вас, например, будет обижать. То есть у вас, мои дорогие, идут какие-то вот деструктивные установки по жизни. Что касается вашего будущего. Здесь момент того, что вам давалось несколько шансов, чтобы поменять себя, свою жизнь, свое отношение к жизни. Но вы то ли их не использовали, эти шансы, то ли использовали, ну, скажем так, совсем в другом. Вот. И теперь я вижу, что высшие силы сейчас, именно сейчас, в момент просмотра этого гадания, вас действительно обучают, дают вам трансформацию, дают вам какие-то сложные задания, которые нужно вот именно самостоятельно выполнять. Эти задания, они квесты, они такие, знаете, хитренькие. Это не просто вот все просто как в математике, там формула подставил, получил. А здесь именно нужно и смекалку проявить, и усердие, и смелость, и креативность, все нужно проявлять. Вас действительно готовят к прекрасному счастливому будущему. То есть высшие силы до какого-то времени, до какого-то периода на вас посматривали в ожидании, что вы, ну, как говорится, за ум возьметесь, да, поумнеете, повзрослеете. Но нет, не получилось. Теперь вас подталкивают, вас ведут и направляют. То есть у вас как бы какие-то жесткие рамки сейчас в жизни появились, которые невозможно ни раскрыть, ни выйти, ни выпрыгнуть, ни подпрыгнуть, ничего. То есть вы как идете
по натоптанной дорожке, так вы по ней и пойдете. Высшие силы вас подводят. Я вижу, что перемены в вашей жизни начнутся где-то через 3-6 месяцев. Перемены начнутся очень яркие, очень необычные. Прежде всего, перемена пойдет в работе, работа, деньги. То есть с этого момента ваша жизнь меняется. Как только вы в момент почувствуете, что я довольна полностью, либо доволен своей жизнью, я занимаюсь тем делом, которое по душе, которое нравится, которое приносит удовольствие, получая за это хорошую, достойную оплату, либо вообще занимаюсь своим собственным бизнесом, реализую свои какие-то творческие потенциалы и за это получаю хорошую монетизацию. Вот это будет первый момент. Вот первая галочка вы можете поставить, что вот на 50% моя жизнь апгрейдилась. Следующий момент — это личная жизнь. Личная жизнь у вас здесь, вот в каких бы вы сейчас отношениях не были, в каком бы статусе вы не находились, изменения грядут очень конкретные. Изменения мощные, меняться будет все, вплоть до того, что вы действительно поменяете партнера. Здесь идут очень интересные встречи. Здесь будет несколько интересных встреч с людьми, которые вот очень сильно повлияют на вас, на ваше сознание, на ваши мысли. Смотрите, если вы сейчас в паре, отношения ваши сложные, то вот здесь описан расход. Да? Вот два человека, они повернулись друг к другу спиной. У них каждого в руке по мечу. Да? Они устали драться друг с другом, поэтому они разворачиваются, и каждый идет в свою сторону. Но чтобы вы понимали, в будущем здесь вот она, общая дорога, два человека вместе. То есть если вы сейчас на грани развода, либо все к этому идет, знайте, что так и произойдет. Но через 6 месяцев у вас будет уже другая встреча. И может быть к концу года, либо к началу следующего года у вас уже будет пара, семья, отношения. То есть я вижу, что человек все равно в паре, в отношениях, общая дорога. С тем человеком, с которым сейчас, видите, к сожалению, дорога стерта. Вы отвернулись от друг друга и к друг другу находитесь спиной. Поэтому, мои дорогие, принимайте все с той позиции, что это все должно было произойти, да, и все, что происходит в вашей жизни, происходит к лучшему, понимаете, к лучшему. У вас здесь дельфин плавает, понимаете, справа, смотрите, какой прекрасный дельфин. Дельфин — это счастье, это нежность, это любовь, это подарок судьбы, понимаете, это у вас идет. Здесь у вас гвоздика есть, гвоздика — безумные страсти, страсти и достаток, это хорошее здоровье, все это у вас будет. Луна у вас вышла, луна новая. Понимаете, новое обновление у вас по жизни пойдет. Сейчас вас еще пока будет штормить, да, будет кидать из стороны в сторону. Жизнь ваша будет иногда казаться вообще какой-то непроходимой тайгой, иногда наоборот. Вам вообще ничего не захочется делать, но тем не менее, главное, не сдавайтесь, главное, знаете, вас кидает сейчас в каком-то бурном море, да, в шторм, но вы должны барахтаться, даже если вы не видите цели, если вы не видите конкретно какого-то пути, там, берега, все равно барахтайтесь, не дайте этим волнам вас полностью закрыть, поборитесь, покажите высшим силам, что вы заинтересованы в этой жизни, покажите, что вы заинтересованы в том, что ваша жизнь была счастливой, качественной, понимаете, вам все это дадут. Вот все, что вы покажете сейчас, насколько вы обозначите все то, что для вас важно, к чему стремитесь, чего хотите, столько вы и получите. У вас, кстати, вот через 5 месяцев, вот прям пятерочка вышла, 5 месяцев, какой-то будет коридор желаний, когда вы вот почувствуйте, да, что я загадываю желания, они исполняются. Либо меня подводят таким образом, что желание, хочешь не хочешь, а начинаешь исполнять. Да? Ну, человек говорит, я хочу ремонт в квартире, да, но нет сил, нет возможности. Раз там, ну это утрированно, еще раз говорю, да, вот что-то произошло, там сосед сверху вас залил, и приходится поневоле начинать делать ремонт, да, вот такие моменты будут происходить. Но поверьте, если они будут происходить, то вам не только будут давать саму ситуацию, но и ресурсы на то, чтобы эту ситуацию реализовать, да, то есть как бы кто-то решил, я не знаю, там выздороветь, да, от какой-то болезни, которая вас там долгие годы мучила. И вам дают ресурсы, вам дают хорошего лекаря, да, доктора, который будет вас вести, лечить. Вам дают возможность получать самые лучшие там медикаменты. Плюс у вас внутренняя ваша сила, когда вы полны решимости, что все, я буду победителем в этой схватке с недугом. Понимаете, вот такая ситуация идет. А главное, все
для вас идет в вашу пользу, к вам в плюсик все это заходит. Вы поймете, вы немножечко позже, вот к концу года, вы поймете, насколько мудры высшие силы и как они вас проработали. Вот именно вас проработали. Долго ждали, что вы сами начнете активничать, ну, не дождались, да. Разные обстоятельства, разные люди меня смотрят, и я не буду перечислять все, чтобы никого случайно не обидеть, потому что вижу я тут совершенно непотребные вещи, но тем не менее, дорогие, как бы там ни было, может быть, действительно, ну, всякое бывает, да, человек просто психологически не готов был, ну, либо страшно, да, банальный страх. Я тоже человек, я тоже могу бояться. Тем не менее, высшие силы очень мудрые и ведут вас именно к тому состоянию, которое вам нужно. Мне очень нравится, что венец вашей картинки — это пара, счастливая пара, общий очаг. Здесь у вас вообще гнездо вышло, а здесь у вас вышел кролик. Кролик — это зачатие, это детки, это пополнение в семействе, да, даже если вы уже не в детородном возрасте, либо вы считаете, что там дети, все это уже не мое, не хочу, то у вас семья расширится. Например, новый партнер войдет в вашу жизнь и приведет с собой, там, я не знаю, кучу родственников, да, хороших, добрых родственников. То есть расширение, увеличение, пополнение. Это прекрасные знаки, которые мне очень нравятся. Но вы должны понимать, что это все дастся вам с боем. Бой будет сложный, бой будет нелегкий, но вам это все по плечу. И хочешь не хочешь, вас подведут именно к такому результату. И это, мои дорогие, на мой взгляд, замечательно. Замечательно не процесс, а именно сам результат. Поверьте, ради такого результата, который я вижу здесь в списке, стоит иногда и помучиться, и попереживать, и где-то себя подтянуть. Так, мои милые, желаю вам всего самого наилучшего, чтобы поскорее прекрасные изменения вошли в вашу жизнь и прошли для вас самым безболезненным образом. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.